Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Жанат Катинович Комутов, многоталантный художник, очень чуткий преподаватель, нежный человек, член Союза художников Караганды, член Союза дизайнеров и большой друг нашего музея. Жанат Катинович, здравствуйте! Всю свою жизнь вы посвятили изобразительному искусству и преподавательской деятельности. Давайте, наверное, начнем с самого раннего возраста, с мальчика Жаната, который предпочел другим профессиям, прекрасное. Вот что было отправной точкой такой? Ну, вы знаете, в жизни всегда бывает какая-то точка отправная. На самом деле у нас, вы, наверное, помните, Бальтенова Маджида. Вот. И он пришел преподавать к нам в школу. А школа у нас располагалась Караганда Сокровищная, рабочий поселок. Общеобразовательная. Да. И вот он пришел преподавать и показал нам некоторые элементы рисунка. После этого у многих из нас появилось желание стать художниками. Но художниками, конечно, не все стали. Один я. Вот. Он дал толчок. И этот толчок меня движет до сих пор. Вот. Самое интересное, что мы даже в играх своих детских продолжали что-то делать, что-то рисовать. Вечерами садились, брали карандаши, значит, альбомы и делали рисунки. Вот это и есть отправная точка моей творческой жизни. Вот. Ну, мы очень старались работать именно, чтобы все было схоже, все реалистично, чтобы узнаваемо. Вот это помогало как бы воспринимать мир уже более продуманно, более интересно. Вот. Ну, вот это коротко об этом. Он у вас просто вел урок рисования, да? Да, урок рисования я вел, да. Вот. И потом его забрали в армию. Так и жалко было, что мы на этом закончили. То есть больше преподавателей художников не было у нас. Вот. Приходилось самим уже как бы пробовать, рисовать, что-то делать. Вот. Это мы делали на уроках рисования и вообще я на всех уроках рисовал. Правило. Да. То есть в семье у вас не было никого художника? Вы знаете, у меня старший брат, вот, кстати, вот они, вот мой старший брат, вот брат, они все рисовали. У меня мама рисовала, она была по профессии врач, вот, она тоже рисовала. Отец когда-то, он машинист, он тоже паровозов нам рисовал. Вот, то есть какие-то отголоски были. Понятно. Благодаря учителю вы определились в профессии. Ну, благодаря учителю я определился в профессии. И далее уже после школы вы пошли? После школы почему-то меня потянуло на филологию. На филологию я пошел, посмотрел, а там сидело около 100 девушек и нас 2 мальчиков. И у меня сразу пропал интерес, почему? Потому что общаться-то я не умел еще с девушками. И пошел я по факультетам смотреть, какие факультеты есть. Вот. И вдруг замечаю вывеска художественно-графический, математический факультет, художественно-графическое отделение. Вот. Ну и я сразу туда подаю документы, документы принимают, назначают экзамен, 2 творческих и 2 таких, значит, общественных. И мы, короче, документы я подал, походил на, как это называется, подготовительные курсы. Вот. И черчение сразу ждал кое-как. У нас тоже черчения как такового сильно не было в школе. Был там у нас преподаватель, который прошел войну. Он примерно знал, как рисовать пушку и танк. Вот. Черчение как бы поверхностно прошел. Ну, прошел я. Это. Потом рисунок. Но рисунок смотрел сам Усат уже.
возле меня постоял, Вы постоял. заставили его? Да. Он как раз и вел меня. Он постоял и ушел. Ну, у меня такие глаза, когда я увидел оценки. Отлично, все прекрасно. И дальше у нас математика. Ну, математику я, соответственно, не знал. Вот. Кое-как сдал. Там. А когда физику сдавал, самое интересное, что физику я сдавал, взял книгу по физике, закон Ома, раз, читаю, прочитал, захожу билет закон Ома. Я так думаю, вот это повезло. Написал все. Ну и когда экзаменующий говорит, вот, сдавайте. Я говорю, хорошо. Расписал ей, все рассказал про закон Ома. Вот. Ну так попал. Не знаю, как Всевышний, наверное, посоветовал взять этот билет. Вот. Рассказал все, а на задачке засыпался. Тут заходит мой будущий декан Эдуард Анатольевич Нам. Великолепный человек, сильнейшая личность такая. И говорит, не трогайте его. И все. И литературу, ну я опять дал, литературу, да. Вот. И зачислили на факультет, то есть значит, на отделение. И буквально осенью мы уехали в совхоз, уже отделение делать факультетом. Факультет, значит, художественно-графический факультет Карганинского пединститута, государственного пединститута. Вот. Ну, у нас уже такая более-менее гордость появилась, что мы вот такие вот художественно-графический факультет у нас. Со мной поступали в основном очень взрослые люди. После армии уже. После армии, такие взрослые, такие, как сказать, знающие жизнь. И, вот. И они нам очень много помогали, ребята. И у меня там появился большой основной друг, сильнейшая личность, Бекишев Мурат Идимбаевич. Впоследствии он стал профессором Академии Жургенова. Вот. Анимация, мультипликация – это его. Вот. Значит, и после этого началась учеба. Вот учеба интересная сама по себе была. Первый год я со школы, ничего не знаю, ничего не умею, и, соответственно, относился так же, как в школе. Потом меня предупредили, смотри, не сдашь — армия. Но я начал стараться, и уже на третьем курсе вовсю уже пытался все делать, пытался что-то новое для себя открывать. Очень долго работал над рисунком, особенно над реалистическими рисунками. Мы сильно сидели, оставались после занятий. Вот. И, соответственно, для себя искали свои пути творчества. Вот. Ну, тут, конечно, она позже пришла ко мне, позже, то есть восприятие. Но когда я работал над реализмом, то есть над рисунком, над живописью, я всегда с таким пренебрежением относился к таким великим художникам, как Пабло Пикассо. Думаю, ну что такое? Потом однажды я посмотрел, как он рисует. Великолепно я рисую. Это вообще для меня был шок, честно скажу. Вот. То есть художник всегда ищет себя, понятное дело. И вот то, что показал Пабло Пикассо, какой он есть, и к чему он идет, и зачем он идет. То есть весь свой путь показал именно вот от начала до конца. Ну, это... Вот, будучи студентом, для вас бог прям рисунка кто был? Мусат. Мусат очень четко нам показал, как рисовать, каким образом. Он долго не стоял над тобой. Он показал, вот здесь, вот так, вот так. Вот. Он вас вел от начала до конца, да? Нет, первый год вел у нас, я не буду называть его фамилию, почему, потому что его сейчас видели в живых нет, но человек, который совершенно не умел рисовать, но он начал меня учить. Ты правильно делаешь, ты то делаешь. Вот. И я уже так на него начал коситься. Такие люди тоже нужны, они тоже помогают. Вот.
Ну, потом ребята взрослые его, которые со мной учились, они как его проучили. Ну, там, не буду в подробности вдаваться, но он немножко поумнел после этого. Они ему сказали, нельзя так делать, обижать молодых. Вот. И они помогли мне дальше развиваться. Я очень много примеров брал именно с Бекисова Гемурата. Вот у меня такой товарищ был. Он всегда рассказывал. Уже в то время он работал, был такой журнал «Ара» или «Шмель». «Ара», «Шмель». Вот. И он делал туда карикатуры различные. Прекрасные такие карикатуры. Вот. И он уже в то время был известен по Казахстану. Вот. Ну, примеров очень много для меня было. Очень сильные ребята были со мной учились. А кто вот еще из известных с вами учился, кто на слуху, одногруппники? Музапаров Марван, ну вы его тоже наверное, не застали, не знаете. Он был сильнейший чеканщик. В то время чеканка представила у нас. Федотов Валерий Валерьевич Федотов, он со мной учился. Он позже работал с Антоненко, это Кузьмичом. Вот. Их команда была, они делали для кинотеатров вывески большие, огромные такие вывески, плакаты, афиши, так называемые, для зрителей. Ну, там, сам Антоненко он показывал, как он работает. У него такой флейц был, флейц, и он писал вот такие сюжеты. Представляете, вот смотришь вблизи, вдали, высочайшего класса картина, представляете? Вот. И он, Валера, очень многому научился. Очень много работы его. Осталась у Панченко. Панченко такая у нас искусствовед была. Гела Афанасьева. Гела Афанасьева. Вот. Она его курировала, вот, и работала с ним. Только единственное, что вот когда он поступать начал на союз художников, его почему-то не приняли. Рано и мало работы. Когда я зашел к нему в мастерскую, у него вся мастерская забита была этюдами, картинами. И вот до сих пор не знаю, где это все, куда это все делать. Вот. Мне очень жаль, конечно, что такой талантливейший художник у нас ушел из жизни так рано. Вот это, вот, ну я вот могу показать, вот Музапаров, вот Федотов, вот сильнейшие ребята, вот это Забара тоже, один из художников наших, тоже известных, вот. Ну вот здесь ребята, которые, вот это уехал в Германию, там сейчас уже тоже процветает как художник, Молчанов, сейчас у него фамилия Миллер. Вот. Вот Федотов, Панин, Валера, он в Испании. Короче, тоже он свободный художник, его работы очень известные тоже. Вот он, фамилию, правда, поменял тоже Оленберг. Сейчас. Мастер живописи, мастер авангарда. Вот такие работы у него прекрасные. Он нам еще во время учебы показывал, как он работает, как он стилизует, какие персонажи у него рождаются. Это вообще было интересно. Вот такие со мной учились люди. Жанат Пекенович, Да? в наших фондах немало ваших работ, 16 штук, вот я все приготовила. Такой вопрос, как у вас рождается ваша будущая картина? Вы ее прям вот целиком и полностью видите, и она вас зовет к Да себе? нет, это все спонтанно. Спонтанно? Почему? Да нет, не знаю, нет, может быть не спонтанно, а может быть, как сказать, где-то она в голове сидит, а потом это все выплескивается. Но может что-то выплеснуться совсем Да, другое. да. Вот, например, вот эту работу я как бы продумывал, сколько уже лет ей. Мы с Колпабаем в свое время начинали работать над этой темой, Кобус. Да? Вот. У него прекраснейшая работа. Но я подошел по-своему. Я здесь Кобус представил как верблюд. Видите? Силуэт верблюда. Здесь внутри у нас орел, вот это как широкая степь, прекрасная степь, да? И сам Кобус. Да, и орел, и кобус. Вот, то есть я сделал символизм триедино. То есть сам верблюд, на котором ездил Хорхтата, вот, символизм в орле, орел это символизирует степь, широту степи, свободу, вот это вот, как бы триедино.
То есть спонтанность, она не может быть просто так. Она, то есть ты накапливаешь какие-то определенные идеи, накапливаешь, а потом это все выплескивается. И ты думаешь, что это просто из ничего возникло. Художник постоянно работает головой. То есть и архитектор, и художник, и всех личностей талантливых брать, они все всегда ходят уже как бы с какой-то определенной мыслью, с каким-то определенным проектом. Вот сейчас еще один проект у меня тут, ну так, если мы перешагивать будем, у вас, вы извините меня, если что-то так, немножко спонтанно. Вот такой проект. Значит, у меня возникла идея, я смотрю сейчас, как люди общаются между собой, изучают культуру других народов, да, я решил как бы пойти по такому пути мифотворчества. Вот. В каждом народе есть мудрость, в каждом народе есть мужественность, в каждом народе есть... И вот я их 7 решил сделать в малой пластике. Малой пластике или современный вариант, или сделать как это, малую форму декоративную. Вот. Мы хотели это сделать возле 11-го корпуса, у нас там вот. Ну как получится, не знаю. 2 работы я уже сделал. Это гостеприимство и ученость, то есть мудрость. Вот 2 работы сделал в материале. То есть, это вот не одна из фигурок вот это? Нет, нет. Это сувенирный вариант, как это называется, будущий воин Великой Степи называется. Царская одежда, видите, царский меч. Вот. Ну, это пробник был, в чем заключался пробник? Я материалы пробовал, какие материалы. Вот. И возникла идея такая, что, может быть, создать что-то такое определенное. А вот это больше будет говорить о нашей культуре, больше будет говорить о том, что о связи народа. То есть мы не просто народ, мы не просто воины, мы не просто там это, музыканты, а у нас есть определенные идеи национальные. И дух нации в чем заключается? Вот он заключается у них. И щедрость, и доброта, и музыкальность, и духовность, и трудолюбие. Это все вот именно у них. Вот такие фигурки я, наверное, все равно добьюсь, чтобы поставили возле корпуса. Ну, будет возможность, если и дальше можно ставить. То есть для других народов тоже будет интересно, то есть национальности, которые проживают у нас, будет тоже интересно, что такое существует у нас. У вас всегда название во всех работах очень интересно. И вот одна у нас работа есть, то ли зов предков, или зов, там, балбалы. Да, зов предков. Вот эта работа больше, ее можно воспринимать, эту идею работы, как что-то личное, ответственность перед своим родом? Или в общем народа всего? Вообще это личная ответственность в первую очередь идет, а вот вы очень красиво сказали, что ответственность перед народом. Мы, каждый из нас ответственен за свои действия, за поступки, художник тем более, музыкант тем более. Вот. То есть мы ответственны за то, что даем людям. Вот. То есть если мы даем что-то отрицательное, жестокое, картина какой-то, это я не люблю очень, не люблю работы, где в обязательном порядке где-то режут, отрезают, воюют. Вот это все, это нехорошо. Надо нести что-то теплое, интересное, духовное. Вот в этом направлении уже работать художником больше, чем показывать воинственность. Воинственность, она чревата последствиями. То есть каждый начинает говорить, я вот. То есть зарождается какая-то определенная идея. А если все в общем, тогда может и смысл есть в жизни. Вот эти вот балбалы, они прям заставляют задуматься. Прям вот наши предки действительно нас зовут и напоминают о том, что мы народ с богатой цивилизацией. Да. И сейчас все идет к этому, что восстанавливаем идентичность, свою историю по крупицам. У меня эта работа была еще в материале, в дереве. Я отдал в музей
вот огород, ну, не знаю, она, наверное, не живая, на дрова пустит, скорее всего. Ну, но она работа очень интересная была, и с подвесами там, полностью деревянная, и из дерева выполнена. Ну, не знаю, про судьбу, честно скажу, не могу сказать. Ну, вот основной ваш труд, особенно в учебный год, это факультет, Да. педагогическая деятельность. Вы из тех педагогов, которых любят и уважают. У вас нет прозвища. Да вы что, серьезно, не заслужил? Как у вас складываются вот отношения со студентами? Вы знаете, Дружите, не дружите? да, я стараюсь и дружить, и в то же время где-то дистанцию держать, потому что иногда нас тоже подставляют так, что мало не покажется. Вот. Дистанцию в чем держу? Когда уже начинает переходить на понебратство, это уже там черта есть. Там атмосфера еще такая творческая. Я очень. стараюсь делать так, чтобы я как старший друг, старший наставник, я вижу в них это наше будущее. Не просто так, это не простые слова. И в каждом я вижу того человека, который придет к нам на смену. Вот. И из него нужно сделать такого профессионала, чтобы именно можно было гордиться, чтобы он был лучше меня. И я многими горжусь, они лучше меня и творчески, и духовно. И, столько учеников, достаточно много уже, что они превосходят меня. Вот. И это приятно. Вот. Что еще хочу сказать? Ну, когда я веду занятия, я стараюсь не просто сидеть, наблюдать, я стараюсь с ними вместе работать над той темой, которую я задал. И я делаю вариации. Вариации стилизации, вариации цвета, вариации. То есть я не стараюсь сидеть сложа руки, стараюсь показать, стараюсь вместе с ними поправить все. То есть моя задача такая, чтобы я не бил по щекам там, говорю, ну-ка делай, ну-ка. А моя задача, чтобы направить правильно. Но опять же я учитываю его способности. Если у него есть какая-то изюминка, есть свой стиль, я не стараюсь заглушить, а я стараюсь его развить, чтобы он сохранил свой стиль, сохранил свое видение и в то же время научился профессионально подавать это все. Вот эту задачу я обязательно как бы исполняю. То есть по щекам я не бью студентов. Ну это я, как это сказать, ладно. Бывает очень часто студент похож на своего преподавателя в письме. У вас такое случается? Ну, я видел попытки сделать. Перенимают. Попытки сделать видел, но все равно у них свой стиль. Все равно они пытаются делать, по-моему, но уже видно, что они стилизацию делают по-своему. Все равно. И я хочу сказать, что я и как художник, и как дизайнер. Вот стилизация и линия это для меня первоочередное в работах. Стилизация, показ через линию идеи. Вот, линия для меня очень много значит. А уже потом идет форма, наполнение. После этого. Интересно. У вас разные такие техники всегда. Как у вас вот это вот меняются предпочтения? Вы знаете, я постоянно экспериментирую. Я работаю вот я вот сейчас вот это сделал, да, я это экспериментировал. Я не просто сидел там, что-то конкретно задачу ставил, что я вот сделаю изделие, я его типа продам, еще что-то. Я просто экспериментировал, как получится, что получится. И я очень много экспериментирую с материалами. Материалы для меня, особенно современные материалы, интересны своей пластикой, своей необычностью подхода, может быть, к изделию. Вот это все дает определенный заряд, определенные движения, определенный прогресс. По сути, вы можете сделать из ничего. Вот это тоже. Это называется, кстати, работа ключи к сердцу. Ключи, Девушки, красная. женщины, да. Там много ключей, но ни один ключ не подходит. Ну, у вас вообще, подошел в вашей жизни? Ну, естественно, подошел. Вот. Вообще у меня идея, есть пластическая идея сделать ее побольше.
в скульптуре, в трехмерном пространстве. Трехмерном. Вот. Ну как получится, не знаю. Посмотрим. То есть много работ, которые я еще не довел до конца. То есть начинаю, вспыхиваю, бросаю, потом перехожу через год, через полгода, может быть через день, по новому что-то делать. То есть процесс у художника он постоянный. То есть ты то видишь в этом красивую, хорошую идею, то ты ее критикуешь, забрасываешь, замазываешь. Вот. Но это процесс творческий. Ничего не делаешь. Ну вот иногда такое случается, написал, не нравится. Или вообще вот иногда задумывались, что вот я рисую, тут и рисую, мне летать охота, например. Никогда такого не было. Нет, летать мы всегда летаем. Художники, они всегда летают. Где угодно и как угодно. Вот. А вообще, нравится, не нравится, это тоже. В последнее время я замечаю, что почти все нравится. В последнее время. Это, наверное, уже начинает процесс этого как бы взросления, да. Ну, то есть попытка уже ты как бы осознал, что ты уже где-то овладел каким-то профессионализмом, что ты уже можешь, что ты уже можешь делать. То есть мы всегда же пытаемся подняться над тем уровнем, который мы имеем. Вот. И вот этот уровень мы постоянно совершенствуем. И я вот иногда сижу, смотрю на работу, нужно переделать. И переделал все. Вот. Смотрю на работу, испортил. Все. То есть идет постоянный процесс над своим совершенствованием. Если я совершенствоваться не буду, я не художник. Я просто мастер. У вас была выставка «Бумажные самолетики», да? Давно это было? Я просто металл. Я наткнулась на статью, журналист пишет, что вы сказали, никогда не думайте о коммерческом, когда что-то творится, иначе можно потерять себя, потерять свой дар. То есть вы за вкусами публики вообще никогда не идете? Нет, я вообще не обращаю внимания. Ну, видно, потому что у меня есть доход от преподавания. Вот, то есть многие художники именно только этим живут, чтобы продать работу. Потому что сложнее им жить. И в то же время на что-то жить может и еще и творить. То есть моменты такие сложные. А у меня есть какой-то определенный момент, что я из аналитической деятельности делаю творчество. То есть мы не просто с студентами учимся, а мы еще творим. Вот это как бы помогает выжить. А если чисто на коммерческую основу переходить, конечно, многие работы, ну, как бы, работы, в принципе, когда нас пригласили на выставку в посольство, выставку продажи посольства США в Астане. Купили работу, немного работ купили. Вот, то есть у них какие-то другие совершенно понятия, они на мою работу по-другому смотрят. Я посмотрел, они с удовольствием это все рассматривают, берут, радуются. Здесь покажешь, что не воспринимают. То есть, может быть, я перешагнул какую-то другую черту. Может быть такое. Одну работу я тоже сам не воспринимал, она валялась у меня везде, на ней топтался, ходил. Вот. И с удовольствием купили ее. Я даже так изумился. С критикой сталкивались такой жесткой? Расстраиваетесь? Нет, у меня есть основной критик, это Полковой Мурат Абдаманович. Он великий художник у нас, великий скульптор, молодец он во всех отношениях. Но он начинает критиковать и не щадит никого. Вот он, если критикует, то критикует до последнего. Ну, по существу. Ну, многое по существу, многое. Вот. А с такой критикой, да, еще была у нас журналист, я не могу вспомнить, она нашу работу, где мы сделали на бульваре Мира, влюбленные, безротые. Но почему безротые, вот такие сякие, потом, говорит, повторение какой-то работы, и, извините, эта работа только в едином варианте, и плагиатом мы не занимаемся. Вот.
А без воды, ну, получилось так, идея такая. Вот. Колокольчики, которые подвесили туда, своровали на следующий день. Ну, мы, как-то мифотворчество делали. Типа позвонишь в колокольчик Мгм. и замуж выйдешь. Но я их даже не застала, колокольчики, их, наверное, сразу Ну. уже украли. Ну, почти, да, на следующей неделе. Вот, поснимались. Вот. То есть идешь 3 колокольчика звонок, значит, у тебя рождаются дети и так далее. Да. Короче, мы миф создали, а после этого мифа не досчитались этих колокольчиков. Я колокольчики собираю, надо со своими идти туда и извиниться. Вот. Жанат Хакинович, что бы вы пожелали начинающим художникам? Ну, знаете, Совет такой. художественное творчество – это очень сложный и трудный процесс. Поменьше копировать чужих работ, жить своими идеями, своими мыслями, стараться. Потом искать свой стиль, искать свою линию, искать свою форму. Это два. Вот. Потом поменьше обращать на критику. Критику воспринимать, но делать свое. То есть, это будет сопровождать всех. Критиковать всегда удобнее, чем делать работу. Вот. Ну и хочу сказать, вообще надо нашим руководителям побольше внимания обращать на молодежь, на творческую молодежь. Это наше лицо. Любую историю страны в первую очередь рассматривать по работам художников, по работам певцов, то есть по работам талантливых людей. Ну, как мы знаем Париж. Париж мы знаем, например, по Эйфелевой башне. То есть это творение архитектора. И все узнают это лицо. Это, как сказать, интеллектуальная собственность. Вот побольше творчества, побольше труда. Творчество где-то 90% труда требует, а 10% это уже ваше я, ваш стиль, ваше собственное реноме, как еще можно сказать. То есть вы самовыражение, ваше самовыражение 10%, а остальное труд. Сегодня вы над чем трудитесь? Вот это одна из идей. Есть у меня еще несколько идей там. Вот видите сзади плакат, то есть проект. Вот это мы хотели вот такие скульптуры установить по периметру нашего университета. Вот там видите эскизы, вот эти эскизы. Вот также работаю над созданием, вот мы всегда говорим о культуре казахского народа. Да? Вот хочу проработать те идеи, вот одна из идей, да, духовности. Вот это вторая идея, вот это покровители, значит, наших скотоводчества, можно сказать, да? То есть покровители духовные, вот эти духи. Вот. Это как варианты. Это покровители крупного рогатого скота, покровители верблюдов, малого скота там, да, и так далее. Ну, это вы потом почистите, что я говорю, наговорюсь. Хорошо, да. Вот. Значит, идей много, но рассказывать сложнее, чем показывать. У меня в мастерской они все стоят, все эти идеи, вот 7 видео, наверное. Вот все это заложено в работах, заложено. Так показывать, говорить и рассказывать очень сложно, если нету в руках. Вот я сейчас вот эту держу работу, да? Вот что хочу сказать. Вот у нас вот таких работ малой формы, да, не хватает в Казани. Если бы вот такие малые формы сделали, вот. И причем не просто малая форма, а связанные с какими-то традициями, событиями. Вот это было бы здорово. Мы когда-то делали проект очень интересный. Вот вы помните, наверное, как это? Железная дорога на Сибири, да? Вот мы проект делали, закольцевали эту железную дорогу, а потом
решили так, что каждая остановка это будет страна. Это будет Париж, это будет Германия, Франция, потом все города с интересными архитектурными формами и так далее и тому подобное. То есть на поезде проезжает, вот остановка, например, Париж, он сходит, там обслуживающий персонал, там кафе, это прочее, прочее, все в форме, значит, старинной форме, то есть традиционной форме французов. Он проезжает там, например, Италия, вот, традиционная форма, одежда итальянцев. Ну, те же кафешки, те же... Вот это такая идея, но она очень сложная, трудоемкая и как-то дорогостоящая. Может быть, в дальнейшем когда-то это будет. А как бы было здорово, не выезжая из города, да, вот. маленькое путешествие. Маленькое путешествие для детей. И они бы уже знакомы были с традициями, с какими-то определенными интересными, значит, архитектурными формами, с картинами, то же самое, ну, имеется иллюстрации. Те же кафешки будут построены именно в том стиле. Потом остров сокровищ, вот этот, мы там кафе разрабатывали, корабль кафе и остров сокровищ. Там вот, по стильцу, там и пираты, и различные тоже, как в пиратских городах там ходят всякие народ и в тюрбанах, и в пирасах, и так далее. Вот. Но все упирается в заинтересованности наших руководителей города. Все упирается в денежные средства. Ну, во много во что упирается, но я говорю, это можно было использовать. То же самое, вот, например, вот здесь взять этот проект, да, вот это гимн Домбре. Он можно было напротив этого мата поставить, где вот этот каскад у нас идет. Вот. То есть смысловые моменты по организации. Просто я не знаю, как это будет в дальнейшем выглядеть, но было бы прекрасно, если бы поставить вот такую вещь. То есть девушка с парнем и в виде Домбре. То есть возвеличение именно инструмента, музыкальности, так сказать, народа. Ну, Жанат Кенович, вы нам сегодня чего-то подарили, да? Я еще не видела. я ничего не подарил. Нет, своего ничего не подарил. Там, я еще выставку сделал, я, может быть, все подарил. Двери для юрты, я слышала. Двери для юрты, да. Вы знаете, я вот очень плохо отношусь к тому, что когда начинают работать на бросать, вот у нас постоянно заставляют куда-то переезжать, что-то переделать. И вот очень много работ, к сожалению, на помойку идет. Вот это у нас лежало в 5-м боксе, запыленное, грязное. Я говорю, ну ничего, ребята, это же работа, это не просто работа, это хорошая работа. И вот эти работы тоже две живописные. Я говорю, давайте вот создадим. Ну, все согласны, раз согласны, то так и сделаем. Федотов работу он мне дарил когда-то тоже. Вот я недавно работу Менгиш Мавлинович принес, знаете, да? Нет. Вот. Он мне тоже дарил когда-то. Ну, в музее лучше будет держаться. Все. Конечно, у нас хоть места мало, но наш главный тренд. Ну вот, кстати, о музее хочу сказать. Вообще у нас почему-то руководство не обращает внимания. Ведь музей это лицо города, это лицо страны. Да, если прекрасный музей вы сделали бы, с прекрасными помещениями, с разделением на стили, с разделением на жанры, вот, это было бы здорово. А загнали сюда, то есть не загнали, это уже был когда-то это створ, когда-то архитектурный створ, осевая, так сказать, основная. Вот. Но сделайте город, сделайте добро. Все иностранцы здесь будут, все будут. И все будут знать, что в Казахстане есть такой музей. Вот это меня больше всего убивает, когда мы в Закутке здесь, вы в Закутке, мы здесь собираемся или что-то делаем, или пытаемся рассказать о своих этих творческих направлениях, о своих идеях. А
был бы огромный, хороший музей, ну не огромный, а хороший музей, отдельно настоящий, с подъездами. Вот я был в музее, в военном музее, военно-историческом, ну там такие просторы, этажи, 4 этажа, но, правда, этих мало, как это называется, Экспонатов. экспонатов. Вот. Вот такой же музей мы могли бы построить. Построят. Ну, будем надеяться, будем надеяться. Жанна Ну, это же Кокинович, лицо. огромное вам спасибо за разговор. У нас есть тут альбом для рисования. Мгм. Первый был Володя Троценко. Ну, Теперь И что? вот вы нарисуйте что-нибудь. что это? Есть карандаш, есть ручка Да, интересный момент. и дату. Да? Ну хорошо. Сейчас я вам нарисую. Себя я нарисую. Можно, да? Пойдет? Пойдет и дату. А сегодня какое? 19-е? 19 да. 08, да? Мгм. Пойдет? Пойдет. Огромное спасибо. Не за что.